Юбилей – то время, когда Бог хочет нас особенно одорвать ласками, добротами и своей любовью. 25 лет. Мало или много? Сложно сказать. Но с уверенностью можно сказать, есть каждому из нас Бога за что благодарить. Огромная радость, что первый раз у нас митрополита Юзеф Заневский, который возглавит этот праздник. Наш ординарий ksiądz Антоний Dziemianko, biskup допоможный Андрей Сноска. Будем, kochani, что потом уже точно приветствовать, ale że serdecznie witaję всех наших прихожан, гостей, людей, которые поддерживали строительство, да помогали. Предприятия, заводы, особенно китай-городскую власть, которая всегда оказывала допомогу, поддержку в начале и постоянно в этот период. Księdzów, так смотрю, чтобы не забыть, księdza Antoniego, который у источников стоял, księdza Юрия, помощника księdza metropolitu, смотрит, kochani, за ним, księdza Andrzeja Rybko, naszego kanclera, всегда его ум, интеллект во всех решениях, kochani, нам тут допомагает, министрантов, хор, всех, kochani, кто присутствует на нашем этом празднике. Будем хвалить Бога, извиняться и просить о благословении на дальше следующие 25 лет. И да. Дякую, księdza Пробуша, за слово привітання усіх нас. Сапраўды, гэта ёсць дзень, які даў нам Пан, в якім вы, як парафія, можете радавацца і весяліцца. Таму дзякую для księdza біскупа Антонія, ординарія дієцези Пінської, за запрошення, каб разом з вами мы могли подякувати Пану Богу, подякувати з удячністю, але так само і глядіти з перспективою об наших дітях, нашій молоді, що і куди і як ми йдемо, рухаємося наперед. Тому вельми вдячний, що разом з нами біскуп Андрей, допоможний біскуп Пінський, і так, як сказав ksiądz Пробуш, і святари, ті, які стояли у витоках гэтай парафії разом з вами. Сьогоднішня неділя, ведаємо, це неділя Святої Троїці. Дякуємо Богу за дар Богу Отцу, за дар створення, Сину Божому Ісусу Христу за відкуплення нас, за любов і Духу Святому, який нас наповняє, який нас підбадьорює. Тому разом з вами хочу сьогодні і гэтую костюльную урочистость обходить, але і так само вашу, парафіальну, юбілейну. Так як кажуть, що костюл і держава – це сім'я сім'ю. Молюся сьогодні не тільки за эту парафію, будучи, скажем, перший раз у костюлі на терені дієцези Пінської, але за всю сім'ю Пінської дієцези, за пасторів, за святарів, сестри закону, особливим чином за вас, за ваші сім'ї. Ну, бо всі ми беремо початок з сім'ї. Нас на світ дали можливість прийти раз Божие благословення і любов наші батьки, і нас виховують. І так, як тепер розпочинаються вже канікули, і молодь може не пам'ятають, може не ведать. Я думаю, що знають, що от школьного порога дороги ходит много. На фабрики, заводы, в полет за облака, а мы от алтаря кажем, что есть еще духовные семинарии и монастыри. Бо нашему народу, нашим верникам вельми потребны святари. Ведаете об этом,
може відчуваєте це недопоп святоров. Тому з ваших сім'їв, ваші сини, ваші дочки, тут ці міністранти, кап'яни, этой комжи потім не знімали, але як опранули вже Альбу, довжейшу Альбу, потім Арнат, а потім, може, і Мітру. Напевно, як ми могли бути самодостатковими, скажем, у нашій супольності релігійної. Тому вельми прошу вас, і, напевно, ваші біскупи так само завжди вас закликають об молитві, об покликаннях. А ваші сім'ї нехай будуть моцні Бога і Євангелія. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли одна удільничати у святої мші. Сповідаюся. І вас, брати і сестри,
дал ему пан. Узял у руки свои 2 каменные таблицы. И сошел пан в облаку, и стал там поблизу его. И он обвестил имя пана. И пройшов пан перед ним и ускликнул: «Пан, пан Бог, милосердный и литостивый, долготерпливый и шматмилостивый и правдивый». Моисей одразу упал на землю и поклонился Богу и сказал: «Коли я знайшов уподобання у очах твоїх, пані, то нехай пройде пан серед нас, бо народ этот твердого карку. Даруй беззаконні наші і грехи наші, і зроби нас спадщиною Твоєю». Гэта Слово Божие. Имя Твое, Пане, хвалебное, возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, досконалыми, сутешайтесь, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Вітайте один одного святым поцелуйком. Вітають вас усе святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога и едность Духа Святого з усіми вами. Это Слово Божие. Бо так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, каб кожны, хто верить у Его, не загинул, але меў жыццё вечное. Бо не послал Бог Сына Своего в свет, каб судить свет,
але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. Дорогие браты и сестры, так мы распочинаем наш день. Когда встаем рано, мы восхваляем Тройцу Святую и робим знак крыжа. Распочинаючи молитву, мы так само призываем Бога Отца, Сына и Духа Святого. И заканчиваючи молитву, распочинаючи працу, альбо коли ваши дети едут за хлебом, за наукой, вы так само у дорогу, их дорогу, их життя благословите. Так само и тогда, коли идут ваши дети, альбо наши дети, нашей парафии, нашего народа, идут и створяют новую семью. Так само благословим, как Святая Троица присутничала, как и они памятали о присутности Бога Отца, Сына Божия и Духа Святого в своем житті. Бо Он нас наповняє. І так само, як сьогодні, як тепер ми зробили знак крижа, так само і я недавно, будучи у Ватикані, при зустрічі з папом Римським Львом XIV, коли розповів йому про наше життя нашого костюла, про радості, про якісь турботи, але так само і про те, що будуються костюли, є семінаристи, что есть юбилей, так как ваш, 25 год, и он так само учинил в этот знак крижа, благословляючи. И тому сегодня вам, тут, скажем, як перший, бо только что в Мінську не были, уже с вами делюся менавіта этой радостью, этим благословением и привитанием от Папы Льва, якого мы в свой час у тим годі запросили, как и он наведал нас, Беларусь, нас, католиков, верников, всех людей доброй воли. И тому у этой интенции не только молимся, але робим поступово якісь кроки, шаги навстречу, вот уж не просто так, как папа приехал на Беларусь. Треба подрихтоваться, и найперш треба подрихтовать наше сердце, узмоцнить нашу веру. То, у что мы верим и як мы верим. Дорогие братья и сестры, уже есть такой приклад, но он этот приклад такой здавна повторяется и святарами, и епископами часами повторяется, зразуметь таємницю Троицы Святой, великий святым и теолог святий Августин так само старався зрозуміти і розумів, і хотів писати, але ось як так спознати, і тоді, коли він від починку, скажем, ходив по березі моря, убачив маленький хлопчик, так як зазвичай діти це роблять, ямочку маленьку, і переливал воду с моря, там, кубочком, чи чим он там переливал воду в эту ямку. І тоді святий Августин мав запитати його, що ти робиш, дитя? З цікавості. Каже, як, не бачиш, переливаю море, воду з моря тут в эту ямку. І тоді він мав учить. Каже, що це немагчимо, глянь, это ж такое огромное, где ты перельешь? І тоді маленький этот хлопчук не мог отказать. А ты думаешь зрозуметь Троицу Святую? Дорогие братья и сестры, але мы идем до костела, вы до новопобудованного костела своими руками, своими семьями, своим старанием, своим жаданием, как бы был этот Дом Божий, костел. Когда мы ехали с ксензом Святотаром дорогами нашими, то бачили в одной другой вёсці і костёли, і церкви різних масштабів, різних століть, стагоддів, але що знов нове і нове. Бо нові городи
новые поселки, семьи новые. І тому люди, які живуть на той чи іншій місцевості, єднаються, як бути разом, як підбадьорити, як підказати, як ділитися так само. І свого часу папа Францишек казав, що той, хто приймає Ісуса Христа до свого серця, раз Слово Божие і приймає у Святої Комунії, той наново становиться молодим, молодостю Ісуса Христа, який з'являється найпригожейшою молодостю цього світу. І каже, Христос живе і хоче, як і ти жив. І ось це у нас прагнення є. Бо по заклику нашого серця, нашої віри, ми сьогодні прийшли в цю святиню, щоб дозволити докранутися свого серця і свого розуму Божим Словом, Божою присутністю, щоб справді не старіти душою. Але ідучи до святині, знову ж папа Францишек свого часу сказав, будучи в одній парафії, ще в Буенос-Айресі, як арцибіскуп, і вже після святої мши зайшов у закрistію, і ксьондз Пробаш до його так з таким трохи каже, «Екселенція, я думав, що ви запросите людей, заохотите, скажете, приходите, приходите, а ви нічого не сказали, коли ви до костюла приходите». Брати і сестри, тоді мав арцибіскуп з Буенос-Айреса сказати, запрошать. У Бачковський дом запрошається. У Бачковський дом ми вертаємося, хоч він може похилений, може маленький, може старенький, але як ж нам хочеться часами поїхати до хати? Хочеться поїхати до хати? Хто має на гості хату у Бачковській? Їздите? Бо чоловік там відпочиває, правда? Там все свое, все родное, там все началось. И первые кроки, и первое слово, и первая молитва, и первое кахание, учеба, все. И там это мое. И я там себе отчуваю добро и приемно. И вертаемся до своих богатств, до своей новой квартиры, нового дома, новых занятков, одушевленные. И тогда, уже будучи папа, каже, это их дом. И важно, дорогие браты и сестры, уже парафразуючи, это ваш дом. Ви його побудували. Тут все починається для многих. Напевно, для тих міністрантів уже 25 років була консакрація этой святыни, святой памяти кардиналом Казимиром Швёнтком. Уже вони, скажем, народилися, і вони можуть сказати, так, як казав свого часу святий Ян Павел II у Водовицах, коли був у своїй родній парафії, в своїй костелі, стояв кленчив коло хрестильні і каже, тут усе почалося, тут усе розпочалося. Тут, від зустрічі з Богом, тоді, коли не тільки нам метрику виписують, але так само і дотик Бога, праз послугу святара, коли нас чинить дітьми Божими, праз святих рост. І потім ця вандровка йде далі. Ми узростаємо, ідемо, але не тільки набираємо сили фізичної, але ми імкнемося бути подобними до Бога самого. Бо ми створені на образ і подобенство Божие, і нашим покликанням, нашим заданням з'являється розпознати не тільки у собі, але і у іншому чоловіку, наскільки він Божий чоловік. І тому сьогоднішнє перше читання і ці таблиці, Божий наказ, як жити, як поступати, як йти, рухатися наперед, и как иметь ту радость, об якой уже в другим читании сказал апостол. Каже, радуйтесь, Бог с вами. И Он нас ведет, Иисус Христос, ведет до дома Отца. И тут такой вопрос. Мы приходим до костела, мы принимаем Святую Коммунию, читаем Святое Писание натурально, дома молимся, на божестве, майовые, Шевцовые,
танець, і крижовий шлях, і пісні боротьби. В одной з парафій Мінсько-Могилевської я запитав верников, попросил, как они руку подняли, тут не буду просить, не поднимайте. Я запитав, хто з вас хоче бути святим? І тишина. Я ще раз запитав, ну хто хоче бути святим? Ну там, може, один-два старейшие женщины подняли. Я третий раз, думаю, ну надо как-то лучше. И тут по правой стороне тогда министрант: хотелось бы еще пожить. Дорогие братья и сестры, это святое место, костел, ваш костел. Напевно, в истории костела 25 лет – это немного. Ksiądz proboszcz nie сказал, что это много, что немного, это неведомо. Спросите у детей. Это очень много. Если скажешь про свой возраст, ну, люди не столько живут. Много. 25 лет – это уже поколение. Але менавіта праз гэтае месца, тут гэтае месца сустрэча чалавека з Богом, адбываецца ўсё і распачынаецца ўсё. Наши добрые помыслы. Человек, который приходит в это место, молится, набирая силы, энергии, вертается до дома, до семьи. Іншим, так принаймні повинно бути, з дня на день, від зустрічі до зустрічі, бо ми ще більше і більше Божі. Папа Бенедикт казав, що чоловік, який приймає святую комунію, становиться Божим чоловіком. Бог у нас присутній. І тоді ми йдемо у цей світ, щоб так само ділитися цією радістю, якою я спознав, якою я живу, поділитися з іншими. І нужна здесь смілость. Колись у Гродні була коронація Матері Божої конгрегацької образа ікони. Попросили сказати пару слов нашого тогочасного нунция Мартина Видовича, арцебискупа. Были другие промоуцы там, и промовляли вельми долго, и это, и красиво, и все, и прекрасно. И он вышел и сказал: увага, увага! Потребная отвага! Потребная отвага. Иначе, когда мы разом молимся в этом Божьем доме, и мы ведаем и словом, песней, числовым молитвам, але иначе выглядая, когда я иду до працы своей, когда я иду серед тих, які не приходять до костюла. И мы все покликаны, как не только вызнавать веру, а нашей верой делиться и показать тем самым про свое життя, про свои добрые отношения, свои учинки добрые, показать дорогу до истоку, до витоков. Бо они вас запытают: откуда у тебя сила, откуда у тебя энергия, откуда у тебя жизненная радость, что вот так и так, а ты... И тогда мы скажем и покажем, так как апостол Андрей Первозванный каже: я зустрів Христа на свого брата, йдем, я покажу. Это наше покликання, але треба нам отваги. Бо як не було так, як було в моїм житті, поїхав ремонтувати машину, вже давно, це було лет 15 тому назад, може і 20. Ну и заехал, в гаражах, там дешевле, скажем, это не реклама, конечно. Но, и, там слышал немного слов, пару слов, и на удивление, что все разумели там, кто працевал. И одним словом, и гайку, и ключ, и колесо, и все. А ближе, а там мой парафиянин. И ему, так скажем, только стало соромно, он понял, ему объяснил. Каже, ksiądz, вы ведаете, я не все знают, что я католик, что я хожу до костела, дети ходят до костела. И чтоб не подумали, что я святой, как не докучали, бо треба буде розповідати. Але є і добрі, скажімо, приклади вже з Мінська, молодь, яка приїжджає до Мінська на учебу, і вони получають
общежитие, прекрасные условия. Ну и молодь, какая приехала, хлопец таким, молодой человек, делился своим переживанием, даже приехали, все хорошо, в комнате все есть, мебель есть, но вот тут чего-то не хватает. И он с традиционной парафии, семьи, и у хати образы были, и крыжи были, и молитва была, ну аж как-то не так. Ну и одного дня, может, перед самостоятельной этими испытаниями, а это не очень быстро произошло, скажем, но вечером, скажем, я достал образик невеликий, поставил на тумбочку, помолился, легко стало, хорошо, пошел утрочком, быстренько на занятия побежал, и только там вспомнил, что он сказал образ. Но я уже дочекал до конца учебы, говорит, что будет, то уже будет. Каже, ведаете, бискуп, коли открыл двери в комнату, я убачил на всех тумбочках образчики. Католицький, православний. Ось апостол нашого часу. Сьогодні ми чули, перше читання розпочиналося у той час. І Костюл католицький, наша мати, хоче з нашого часу радості, тріумфу перенести у той час і поглядіти, як тоді було. Але ось цей час, у яким Бог покликав і вибрав нас. Менавіта эта святыня, она не только для того, как мы дивились, фотоздымки робили, и сказали, вось мы побудовали, але каже святый Павел Апостол, памятайте, что вы являетесь святыней Духа Святого, вы, кожен из нас. И это имеется, скажем, этой подзарадки душевной. И сапраўды нас это должно влечь, вести, тянуть. Як только тяжко, чи что, не кроссворды, не там эти разные там, что есть, але сюди и мою волю, мои планы, мои намерения сопоставить с Божьим, поглядеть як. Сьогоднішню зустрічу нашу можна так само порівняти до Кани Галілейської, весілля, радость. И памятаем, что там было. Бо мы сильно углубились только в то, что переминает, зникает. И тогда Матерь Божия зауважила, что что-то не так, чогось не хапає, нема радости. И что она подсказала? Зробите усё, что скажет вам мой сын. И сегодня мы тут, как еще раз, просить Иисуса Христа, дяковать Богу Отцу за створение, Иисусу Христу, Сыну Божьему, за забавление, и Духу Святому за то, что Он нас наполняет, бо, как сказано в самом Святом Писании, без допомоги Духа Святого никто не может сказать, Паном есть Иисус. Это Он нас натхняет, Дух Святый, и Он нас умацовывает. В Италии уже убирают зерновые, комбайны уже полным ходом ходят. И хочу так само розповісти вам, напевно, може ви чули, як один з господарів, не вельми так, но так, як и мы, многие соглашались с Богом, скажем, ну что такая погода. Вот в марте было жарко, апрель был холодный, май неведомо який, это сам, вот как я все решал, правда? Мы шли без родины, правда? Не было таких домов у вас, как у меня такие? Ну я... И тогда была такая махчимость, дана Богом этому человеку, как он руководил всем. Но он распочал. Снег, еще мороз, что там ждать? Была такая махчимость. Сразу солнце, тепло, снег растаял, ручейками все пошло, в поле ничего не осталось, бы не успело. Быстренько засеял, все нормально, дождь, солнце, поросло, как лес. Ну и пришло уже время жать. Пришел. А колосы пустые. А почему? Вы все городские не знаете. Да?
И он с такими претензиями до Пана Бога. Каже, ну что за тайна, почему так это самое, что ты мне не сказал, что... Каже, ну вот ветру не было. Значит, каже, ты про ветер забыл. Теперь уже самообыляние. Тогда еще не были. Тому и напиши. Дорогие браты и сестры, у нашем житті не вельми много маємо планів, навіть мрою, якісь міркування, але менавіта ось цей лагодний дотик Пана Бога, який нас умацовує. Тоді, коли радісно і весело, коли ми цим ділилися. Тоді, коли буває так само і тяжко, і прикро, как мы умели это принять и с Божьей допомогой, не только сами, але и іншим допомогти. Это место повинно нас настолько вдохновить, тут мы повинны так зародиться, как было так, как с одним молодым человеком с Италии, с 16 століття, об яким описує артиста, художник, який намалював, нарисував, написав икону Найсвятейшего Сердца Пана Иисуса. Я думаю, что многие из вас были в Буцлаве. Кто-то был в Буцлаве? Еще раз был небольшой. А кто знает, что кто-то был в Буцлаве? Я знаю, что Буцлав есть. Кто знает Буцлав? Про Буцлав кто-то слышал? И там есть такий образ Найсвятейшего Сердца Пана Иисуса, на яким Пан Єсус зазвичай може серце тут у грудях, скажімо так, і Пан Єсус показує на серце. Там інше, там образ Найсвятейшого Серця Пана Єсуса. Пан Єсус тримає своє серце на лівій долоні, таким у жесті, знаком протягує, дарить, показує. Як він повстав? Єзуїти у 16 столітті побудували костюм і хотіли намалювати этот образ Святейшего Сердца Иисуса. И попросили молодого артиста, художника, как он намалювал. Такой фамилия Батони. И он от костела до костела ходил от натхнения. Но я не хотел уже поправлять. Уже был 100 лет, как было для молодожата как объявление Паном Иисусом. А он хотел намалевать свое, скажем. И, кажется, и один день, другой ходил от костела до костела, и не было натхнения, разные думки были. И потом, когда уже он вышел с костела одного раза вечером, он проходит, так идет, проходит, и сестрел, около стены, там, около дороги сидел старый человек, марно, опранутый, бокшнутый, бедный человек просил пожертвования. А он в своей думці так трохи прошло, и потом каже, чую, что двери костела зачинились, очинили, ляснули двери, и бачу, что с костела выходил молодой человек, юнак, пригожо опранутый, ну, это мы кажем, пригожо опранутый, значит, богатый, есть мальчик поделиться. И он наблизился, так сам, этот молодой человек наблизился до этого бедного человека, и сустрелась старость, и бедность, и пригожость, и молодость, и богатство. Каже, я бачу, як этот молодой человек затримався коло этого старого человека, левой рукой достал с моей торбы там хлеб и подал этому бедному человеку. Каже, я не бачу уже ни хлеба, ни юнака, я бачу самого Христа, який діючив про згадного молодого чоловіка. Бо він вийшов з костюма, і він прийняв Ісуса Христа до свого серця, і менавіта дозволить Ісусу Христу нами керувати, дозволить Йому, щоб ми ділилися тим, що маємо. И тому в сегодняшний день, в сегодняшнюю урочистость и Тройцы Святой, и вашу парафиальную урочистость хочу пожадать, как справді вы, приходячи до этой святыни, заўсёды сустрели живого Бога.
как вы имели намер, ожидание, прагнение принять, запросить Его до своего сердца. Не только для того, как быть самому святому, скажем, але так само, как мы отчули, что мы апостолы этого часу. В этот час Бог выбрал, покликал нас, как мы и шли, вертались и робили этот свет больше Божьим, больше людским. Как мы, альбо как глядячи на нас, на наши слова, наши идеи, наши поступки у хаті, везде, как ті, які за нами назирають, альбо бачать нас, как яны праз нас Бога зустріли. Договорились? Тяжко заховывать Божьи заповеди, а хлеба кусок подать потребует, чем тяжко. Это ж ничего, правда? Кожен з нас може. Тому нехай раз эти наши дробные учинки, маленькие, может, слово, усмешка, подтримка, много-много есть это, так, как это лагодный повел ветру, як його нема, як нема доброго слова, як нема усмішки, як нема підтримки, світ інакше виглядить. Але коли є этот лагодний повіл ветру, тоді є урожай, тоді є хліб, тоді є життя. Нехай праз вас світ наповняється Божою присутністю. Амінь. Визнаємо нашу віру в одного Бога. За ўсіх хрысціянаў, каб іх жыццё было праўдзівым адлюстраваннем той супольнасці любові, якая ёсць у Богу. Цябе просім, молімся за біскупаў, каб яны садзейнічалі ўзрастанню ўзаемнай любові і еднасці ў нашым грамадстве. Цябе просім, молімся за святароў, каб Божае Слово, якое яны абвяшчаюць, адкрывала людскія сэрцы на прыняцце праўды. Цябе просім, молімся за хрысціянаў, якія яшчэ не прынялі Езуса, каб дазволілі Богу увайсці ў сваё жыццё і напоўніліся Яго спакоем. Цябе просім, молімся за дзяцей і моладзь, каб катехічны год, які заканчваецца, прынёс у іх жыццё трывалы і добры плён. Цябе просім, молімся за нас,
удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у святых таямніцах перамяняў нашае жыццё і мацоўваў нас у веры. Цябе просім, выслухай нас. Переживаючи юбилейный год вашей святыни, молимся за всех, кто причинился для того, что в нем побудованы, Дом Божий. И первым молимся за тех, яких нема уже с нами, святой памяти кардинал Казимир Святок, святой памяти biskup Kazimir Великоселец, з ваших сім'ю, напевно, і вірадавців, які одійшли з цього світу, каб там, у Паладарстві Небесним, вони мали підрихтовані місця і радість пребування з усіми святими. Тебе прощим. Молимся за тих, хто будував эту святиню, що он справа в Антоні розпочинав тут, кажуть, що і землю тут шукали місця, що Богдан разом з вами будували, він згадав і державні, і місцеві влади города, які имели доброе наставление до этой справы, Божьей справы. За всех, кто докранулся, скажем так, до этой святыни, как и она была, о Божьем благословении для всех. А так само молимся за нашу молодь, за нашу будущую, за тех, кто еще ни разу не был в этой святыне, только так сдалека, и набрались этой отваги увойти, а увойшовши, как открыли свое сердце на ласку Божию. Тебе просим, в тишине наших сердц проставим Пану Богу наши особистые просьбы, потяги, за якими мы сегодня приходим перед алтарь Пана. Напевно, покликаниях святарских, монашских, так як і в Пінській, так і в Мінсько-Могилівській, потрібні клерики, потрібні відважні, не тільки віруючі, відважні хлопці, які ахвярують, готові ахвярувати своє життя ради життя вічних других. Молимся за молодих дівчат, як так само мали відвагу пойти у монастир, у монашеские супольности, и снова, как учить, как открывать эту правду перед другими. Это так само, как тому молимся за нас, молимся за семьи, как в наших семьях 7 и я, 7 я, 8 человек, 7 при нас. Как были наши семьи открытые на дар життя, как приймали новый дар життя, как в наших семьях родились дети, как наши дети, наша молодь не боялась творять новые семьи, не оттягивала до 30, 40 и 50. И как маючи свои радости, как так само, как почують, что хочуть пойти сын чи дочка в монастырь, у кляштер чи в семинарию, как не забороняли, не забороняйте. Молимся за наших старейших людей, тих, які здалек від хати, або в больниці, как они не відчували себя самотными, покинутыми. Тебе просим, Боже, один и в Тройце, Ты оказываешь нам свою любовь. Выслухай наши молитвы и учини, как наше життя было згодне с визнаваной верой. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Amen.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу отвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, мы свертаемся до Тебя и покорно просим, освяти наши дары, и просветлая вера учини нас сами для Тебя вечным даром, праз Христа Пана наша. Пан с вами. О, серце. Дякуєм Пану Богу нашому. За правды годно это им справедливо, слушно и забавенно. Как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый, Ойче, всемогутный, вечный Боже, Ты за единородным Твоим Сыном и Духом Святым, один и Бог, один и Пан, не прозадинство особы, але прозадинство сутности особо в Троицы. А тою, что мы, дякуючи Твоему открытию, верим в Твоей славе, без отрознения вызнаем так само об Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином, визнаючи соправдное и вечное Богоство, мы ушановуем три Божие особы одной сутности и ровной величи. Этою величь прославляючи анёлы и архангелы, херувимы и серафимы, якие не перестают штоденно повторять в один голос воскликаючи. Соправди, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенною мocою Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспинно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу,
складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Аминь. Освяти муцею Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, как стали святы телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо у тую ночь, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Пане, вспоминаючи ставшую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение у Него шествия, и чекаючи Его другого Христа, с подякой складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Узглянь прощим на дар Твоего костюма, и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай и Он сам учинишь нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, наиперв с наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Зигмунтом и всеми святыми праз заступництво, яки мы сподяемся на Твое нестомное допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Твоим, папам нашим Львом, біскупам нашим Антоніем, присутным сярод нас, нашим митрополитам Юзефом, мной, нягодным слугой Твоим, з усімі біскупамі, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивы до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перед Тобою. О добрый Ойча, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных по свете дзяцей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто ў ласцы Твоей адышоў з гэтага свету, милостиво прими у валадарства Твое, где и мы спадзяемся быть.
каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Раз Христа с Христом и у кресте, Тебе, Боже, всемогутный, у едности Духа Святого, уся душа на их хвала, разусе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся оказать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой в дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приисти Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Його.
Serdecznie Was winszuję z tym srebrnym jubilejem pobudowy Waszej świątyni. I niech dobry Bóg obdarzy wieczną radością księdza kardynała Kazimierza Świątka. Wśród nas jego już, jak wiecie, w tym roku będzie spełni się 15 lat, jak już nie było. Biskup Kazimierz odszedł, który budował razem z Wami Kościół. I tak samo niektórzy parafianie tutaj z Baranowicz. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Tak samo szczerze dziękuję wszystkim tym, którzy tu присутні, jest немного, напевно, tych, які у 90-ті роки тоді отримали таку можливість, як будувати в цьому місці костюм. І щиро дякую тогочасним владам, які виділили это место побудовы костюма. Тогда и православных выделяли, и протестантов выделяли, и так само не забыли еще про католиков. И вот это чудовное место уже выбудовали костюм. Хочу щиро подякувати ksiądz prałat Stary, Antoniu Stary, тут. И он стал витоком костюма. Он прийшов в костюм, коли йому було 22 роки, полеченого. І він не був безбожником, не був, але родився в Казахстані, його батько вивезли там, а там не було ні одного костюма. Перший раз порог костюма тут у Барановичах він переступив, коли йому було, скільки вже? 22 роки було. No, після війська. I тогочасny ksiądz Rachowski w tym jednym kościele, a teraz już oskільки 5 albo 6 kościołów jest w Baranowicach. Baczył to i захотел być świętarą. I potem Baranowicach był proboszczem, potem poszło jeszcze w Moskwę, w Sankt Petersburg. Możemy сказать, что не только кинул, ale я его позвал. Мы теперь означаем структуру Kościoła
сколько, 35 год уже означили, як odrodzenie Kościoła na Białorusi, ale tak samo u Rosji odrodzała się i ksiądz Gej wtedy покинул и пошел служить в России, а теперь в Бресте служить. Хочу щиро подякувати усім тим, как Бог дал здоровье. Многие кинули ще будовать доми, а некоторые из ваших старейших бабунев, дядунев менавіта środki призначили для будови костьола. И хочу щиро подякувати. Бог нам, станьте. Конец делу венец. Йому призначено не тільки збудувати разом з вами цей костьол, але так само вести парафію. І хочу пожадати, як ті, хто охрещені у цьому костьолі були добрими католиками, щоб вони заховали Божие заповіді, костельні заповіді, щоб включилися у цей гурт християнской семьи не только у городе Судовnym Барановичі, але так само, де б я не в світі льос їх не розкидав, як вони пам'ятали об тим, що хроста тримали тут у Барановичі, як ті, хто був біжмовані, були добрими рицарами Христа, не тільки були відказні за костьол тут у Барановичі, але там, де Божа пробачливість їх визначить, як святари завжди в цьому костьолі були, як ніколи костьол це був не пустий, але Бог святар являється звоночком, як були призвані до святарства, як були ті, кого Бог у цьому святому місці кличе, як вони були святарами, как семьи были плодные у детей, бо як би пробач не молился, який побожник не был, хоть от рана до вечера молился, будя молиться в костьоле, парафии не прибудя. Вас теперь много, многие парафии пришли. А чего парафия будя? Коли будя семья великая, коли дети будут родиться, коли будут приносить дохросту, тогда повеличиваться будет парафия. А это зависит от молодых семей, некоторых Бог выбирает, как они были бездетные, это специальные задания дает, але некоторые плодные. Я думаю, что у старейшему взросту женщина уже дитя не народить, але открытые на народжение детей молодые семьи, а как они были открыты, старейшие повинны переписывать свои квартиры, свои дома, свои дачи, свои дома на побожных детей, на побожных семей. Не, бо на котика, на собачку не перепишешь, а вечна жизнь вечная, але не тут. Жизнь вечная у небе, але треба думать, как за меня молились, коли я помру, то будем молиться той, кто ходит до костьола, правда, то заказывая мшу святую. Поэтому треба глядеть на этих побожных людей и на их переписывать, бо вечно жить не будем старейшие люди. И как семьи были моцные, как верность была у семьи, как не было здрадов, а коли такое есть, как нашел муж свою жонку и жонка мужа, и вспомнили, як они при алтаре дали не ксяндзу, только при ксяндзу, Богу дали присягу на верность, сужанскую честность, и что не оставить не только на час, а до смерти. Вот, как эти семьи были моцные Богом, и так само плодные молодые семьи были, как намощение, якое ксяндз тут у костелі, або яко пригласить, було
дійсним справді. І, як ksiądz, який помолиться за померлих, одразу душечка йшла у небо. Это все вам жадаю. Поглядите еще раз. Щирая гратуляция для провожа. Поглядите на цей костюм. Чи є які трещини в костюмі? Нема. Може, перед урочистостю замазав щось? Чи ні? Фундаменти моцні. В цей костюм ще не один десяток, 100 годов, 200, 300 годов простоял, а выкоп його боронили, так як у Медведищах, коли костюм хотели забрать. Мужчины, женщины и дети по поясу снегу стояли, на ружанцу молились, так як у Ішковзі, коли костюм хотели споганить, то люди покотом ложились и высылали трактори, як розтягнути ті стіни, а люди не дали. Це завжди була святиня у вас, як славили Бога у Троиці Святой один, а тепер і завжди, як вона довго стояла, і як ця святиня завжди вам показувала дорогу до Бога, як ви були добрими християнами, добрими громадянами этой країни і добрыми жихарами этого города. Аминь. Мы благодарим Ваше Преосвященство, митрополита Минска-Могилевского, отца Юзефа Станевского, за духовную поддержку нашей общины и ободряющее Слово Божие. Наша Пинская епархия простирается от Бреста до Гомеля. Бремя заботы и пасторского попечения лежит на плечах отца епископа Антония Деревянко и его помощника епископа Андрея Зловского. Мы благодарим вас за ваши молитвы и труд. И в знак нашей благодарности примите от нас цветы. Скромность нашего Проборща все мы знаем хорошо. Проборщ, как обычно, хотел умолчать. Я не знаю, может, это было с умыслом, чтобы только потом не покупать. Да? Скрыл один интересный факт своей биографии. 40 лет служения Богу. Хвалить много не будем, чтобы не зазнался. Поэтому от чистого сердца наши аплодисменты. Старожила нашего костела, панну Альдону, которая всю свою жизнь отдала костелу. Вчера исполнилось 99 лет. Поздравляю! Гордость и гордыня. Два похожие, но как разные слова.
Мы сегодня гордые с этого места. Lux ex oriente. Мудрость идет с востока. И та мудрость сегодня направляет наши думки, наши сердца до Господа Бога. Господи, благодарим Тебе за это место, за наш дом. Ты живешь в небе. Скоро мы уже там к Тебе добрались. Благодарим нашего кардинала Казимира Великощельца, который недавно тоже занял это место. Там учит. Я лично хочу сказать спасибо для батьки и мамы, моего Олька, Александра, значит, и Гении. Спасибо Тебе, добрый Боже. Господи, смотри, чтобы там в небе добрые места имели наши мэры, которые помогали, когда начиналась наша встреча в храме. Захарченко, Павлов. Смотри, Господи, за этими толики, значит, за Эдуардом Якимчиком и Анатолием Калейником. Были друзьями на земле, и гробы их даже возле себя. Там, наверное, сегодня тоже празднуют вместе с нами. С неба на землю. Спасибо нашему митрополиту, спасибо нашему ординарии, допоможенному бискупу Андрею, пани Альдоне, председателю Кочевного комитета, Виктору Ивановичу, пани Ирене, Василию Николаевичу Куркину, Дуниковичу Славу Павловичу, строителя, Эдуарда Шенкевича, слова благодарность для всех, кто помогал, лечили меня и лечат, Василий Романовский, пани Станислава Трукшина с мужем, Геннадий Чеславович, Казимир Кожушко, который всегда то дерево и так дальше, и так дальше. И на конец все-таки войду на эмоции. году святый Иоанн Павел II реорганизовал эти структуры. Ну и так явились у нас и митрополит, и бискупы, диецезы, семинарии. Люди были, люди верующие, але коли они бачили эти структуры, то они больше организовывают. И тому сегодня мы так часто повторяли бискуп Антоний и пробощ не только покликали. Мы семья семей. И дяковать Богу, ksiądz biskup Андрей сказал, что с вашей парафии аж 5 святоров. Подяка Богу, и это добро, что у ваших семьях Бог живет, и так само живет тем, что мы, слуховой аппарат наш,
но не только на музыку, а и на тишину. Говорят, самая прекрасная мелодия – это тишина, потому что в тишине мы слышим мелодию нашего сердца, нашей души. И хочется пожелать для вас, для нашего костела на Беларуси, чтобы мы были самодостатковые, самовосторчальные, чтобы у нас все было с Божьей допомогой, с Божьей лаской, и святари, и монашеские особы, как были, и семьи, и дети, как это життя, справді было таким життям Божьим. Тому еще раз прошу, уже в следующий раз приеду, как было на посвящение алтаря, вот он бачу будет алтарь, то уже, чтобы не было не 5 святоров из вашей парафии, а 10. Тогда, может, архиепископ Антоний с нами, с Минском поделиться. В одной парафии, еще на Родильщине, после святой мши, я людям сказал: слушайте, разговаривал с нашими министрантами, и было 7 человек министрантов, да, и были 7, и 50% министрантов пойдет в семинарию. И люди: о, ура! И когда мы уже зашли в закрытую, еще не успел, скажем, снять орнат, уже мужчина и женщина, муж и жонка уже стоят. Я же прошу ксенза, мы против этого, чтобы наш сын шел в семинарию. А я говорю: я вашего сына не знаю. А вот он говорит: откуда вы взяли, что он пойдет в семинарию? Ну вы же сказали, что 50% против. Я говорю: 50% я же не назвал, кто? Я говорю: а почему вы против? Мы начали ему уже строить квартиру в Гродно. И все. И все с помоланием скончилось. Нехай Божие планы в нашем житті исполняются, а то, что мы сегодня бачим, до чего докранаемся, где находимся, то это невочно, что Божие планы, и они в нашем житті. И нехай и надалее Божие планы в вашем житті здійсняються, как мы жили в мире, в згоді и в радости. Теперь с епископами уделим пасторского благословения на новые доходы совместно крочить за Христом. Пан с вами, нехай ім'я Пана буде благословлено, да помога нашого імені Пана, нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.